Здравствуйте, вы смотрите новости Татарстана в субботу. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Ради общей цели. Мы не можем остаться равнодушными при такой непростой ситуации. Как татарстанские предприятия включаются в поддержку по оказанию помощи в зоне СВО, расскажет Рамиль Галиулян. В Татарстане назвали имя лучшего волонтера республики. Гран-при «Волонтер года Республики Татарстан 2022» Хусейн Амар Сафутдин, город Казань. О том, про кого говорят «живет ради других», расскажет Алена Струминская. Помощь детям больным диабетом. Я просто узнала, что диабет, поплакала где-то минут 10. Вот. Все, я просто начала с ним жить. Какую поддержку оказывают в республике людям с диагнозом диабет первого типа, расскажет Иван Сарафанов. Начнем выпуск с громкой спортивной новости. Олег Знарок покинул Ак-Барс. Специалист ушел из клуба по собственному желанию. О своем решении он заявил после домашней победы над «Локомотивом» накануне. Напомним, Олег Знарок возглавил казанский коллектив в апреле этого года. До начала сезона Ак-Барс по праву считался одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Однако клуб с именитым наставником, собравший суперсостав, так и не смог найти свою игру. Под руководством Знарка казанцы провели 36 матчей, из которых только 16 завершились победой. В октябре команда потерпела 9 поражений из 10. Сейчас клуб идет на 7-м месте Востока, имея в активе 38 очков. Как сообщил официальный сайт клуба, Олег Знарок поблагодарил Ак-Барс за возможность поработать здесь, болельщиков за поддержку команды в любой ситуации, а также игроков и руководства. И пожелал удачи каждому хоккеисту. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Бабенко, ассистировавший Знарку. Под его руководством казанцы будут работать минимум до конца декабря. Окончательное решение по главному тренеру будет принято после Нового года. Первое испытание новому рулевому предстоит пройти уже завтра. Дома Ак-Барс примет московское «Динамо». Провести на самом высоком уровне мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, поручил Рустам Минниханов сегодня на совещании в Доме правительства. День героев отмечается в стране ежегодно 9 декабря. Памятная дата утверждена в 2007 году. В этот день мы отдаем дань уважения за подвиги и особые заслуги перед нашей страной героям Советского Союза, героям России, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы, отметил президент. Он также предложил главам городов и районов, руководителям ведомств и крупных компаний лично принять участие в этих мероприятиях. Сегодня, когда солдаты и офицеры вооруженных сил России, среди которых уроженцы и воспитанники Татарстана, ежедневно проявляют мужество и героизм в ходе специальной военной операции, День Героев Отечества для нас, несомненно, приобретает еще большую значимость. Мероприятия в памятной дате во всех муниципальных образованиях должны быть организованы на самом высоком уровне. Сегодня в городах и районах Татарстана несли цветы к мемориалам и вечному огню. В России День неизвестного солдата. 3 декабря 1966 года, в канун 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата торжественно захоронили у стен столичного Кремля в память о советских воинах. В Казани их память сегодня почтили в Парке Победы. Цветы к вечному огню возложили члены патриотических движений республики, юноармейцы и поисковики. Здесь же открылась выставка передовых проектов объединения Отечества. Она рассказывает о деятельности поисковых отрядов. Поисковые отряды делают все, чтобы и в рамках архивной своей работы, и в рамках работы на местах боевых сражений найти этих солдатов и увековечить их имя. Большое количество родственников воспринимают эту информацию с большой радостью. На душе становится у них легко, потому что они всю жизнь жили в неведении о своем родственнике. И вот сейчас, по прошествии стольких лет, они узнали информацию его героического подвига. В поисковых экспедициях мы выезжаем ежегодно. Первая экспедиция у нас уже начнутся в январе. По нашему проекту крупному крылью Татарстана по реставрации самолета Пи-2.
По всей России прошел тест на знание истории Великой Отечественной войны. Акция была приурочена ко Дню неизвестного солдата. На 40 вопросов накануне ответили и ученики 122-й Казанской гимназии. На сдачу теста дается 40 минут. Сколько дней шла Великая Отечественная? Когда был заключен договор о ненападении между СССР и Германией? Самый массовый пистолет-пулемет в советской армии. Свои знания проверили 150 старшеклассников. Великая Отечественная война, она оставила неизгладимый след в истории нашей страны. Это коснулось каждой семьи, и я считаю своим долгом знать об этом событии и чтить память. Даже если чего-то я не знаю, это повод расширять свои кругозоры. Так, дома я прочитал несколько пособий, сайтов для того, чтобы лучше написать. Я думаю, тест будет довольно сложный, лично для меня. Нам важно участвовать в этой акции, потому что это не только проверить знания можно по истории Отечественной войны, но и стимулировать интерес наших учеников к изучению истории своей страны. Всегда, когда офлайн, это интересно. Настоящее импортозамещение в сфере медицины сегодня демонстрирует казанская компания «Имплант». Они изготавливают аналоги импортных штифтов, пластин, винтов для соединения костей после сложных переломов. После введенных против России санкций их доля на рынке страны увеличилась. Кроме этого, руководство предприятия взялось за благое дело. Часть товаров безвозмездно отправляют в госпитали Донбасса, где оперируют бойцов и местных жителей. Вплоть даже до 100 миллиметра, до микрона. Точности я могу определить шаг резьбы, радиус, длину винта. Не иначе, как ювелирный, их работу не назовешь. В этом небольшом цехе занимаются созданием искусственных частей тела. Здесь производят комплектующие для соединения костей после переломов. На изготовление одной детали уходит от 1 часа до месяца в зависимости от сложности изделия. Например, так выглядит пластина для лучевой кости. Несмотря на размер, на создание такой детали уходит до 30 дней. В качестве материала используют высокопрочные титановые сплавы. Сейчас компания обеспечивает деталями весь российский рынок. С началом специальной военной операции перешли на круглосуточный режим работы. Наверное, с тем, что импорт ушел с нашего рынка. На наши плечи, то есть двойная нагрузка легла. У меня ребята, операторы, они занимаются абсолютно всем. Мы исключаем моменты, простое оборудование, чтобы выход готовой продукции у нас был по максимуму увеличен. Отсюда же медицинские изделия уходят в военные госпитали страны, в том числе Республик Донбасса. Эти пластины, которые незаменимы при сложных переломах, применяют как при лечении наших бойцов, так и мирного населения. Это касается всех, наши люди, наши знакомые, и мы не можем остаться равнодушными при такой непростой ситуации. Поэтому по мере возможности своими силами, как можем, так и оказываем помощь. Мы есть со стороны посмотреть вроде такой специфический деталь, товар, но тем не менее она на сегодняшний день жизненно необходима. Готовые изделия в зону СВО компания частично отправляет безвозмездно. У них покупают товары и те, кто также хочет помочь. Рамиль Галиуллин, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Наша следующая история о том, про кого говорят, живет ради других. Омар Хусейн, уроженец Ирака, сейчас студент медицинского факультета Казанского федерального университета. Его призвание – помогать тем, кому это действительно нужно. Он отработал более 3000 часов в красной зоне, это самый высокий показатель по стране. Оказывал медицинскую помощь пострадавшим во время пожаров в Якутии. Лето провел в Херсонской области, лечил местных жителей. Накануне Омар Хусейн стал обладателем гран-при республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан». О лучшем волонтере республики в репортаже Алены Струминской. Мы работали различных сценариев, как себя вести и оказание медицинской помощи, особенно первая медицинская помощь при переломе, при ране. Перед тем, как отправиться помогать, Омар Хусейн всегда тренируется на этих макетах. Волонтерством он занимается уже больше 6 лет. Все это время приходит туда, где это нужно больше всего. И в госпитали, и в красные зоны, и в места стихийных бедствий. Когда я видел, что я там нужен, особенно как медик, я просто не задумался, присоединился к этой движению и начал этим заниматься, именно заниматься тем, чем я хотел в начале. Омар Хусейн из Ирака. О том, что его призвание помогать, понял еще в детстве. Мы прожили страшную войну. США нападала на Ирак. Много людей, к сожалению, умерли
Причина была, конечно, это основная, что они получили какие-то ранения или удар там за счет военных действий. Но вторая причина – это неоказание своевременной медицинской помощи. Именно с того момента я сказал, тут я должен стать врачом. Детское желание быть полезным и помогать привело к волонтерству. После переезда в Казань Омар Хусейн вступил в несколько волонтерских организаций республики. Работал медбратом во время пандемии в красной зоне, помогал тушить лесные пожары в Якутии, 5 раз в год сдает кровь. А этим летом отправился в зону СВО, в Херсонскую область, помогать коллегам. Эти открытия, которые мне написали вот именно детей, их родители. С особой теплотой Омар Хусейн вспоминает о своих маленьких пациентах. Признается, быть волонтером медиков в зоне специальной военной операции было непросто. Иногда приходилось работать круглыми сутками. Старался быть не просто врачом, но и другом для своих пациентов. Девушка маленькая, где она получила ожог, и она приходила к нам, наблюдалась, и где-то в течение 10-2 недели там ожог были на руки, ноги, выздоровела полностью. И она мне написала открытку. В этой открытке было написано «Спасибо, Россия, за такого прекрасного доктора, который меня вылечил от ожога». Заслуги Омара отмечены на самом высоком уровне. В 2020 году Владимир Путин наградил его за работу в красной зоне. В разгар пандемии парень отработал там больше 3000 часов. Больше, чем любой другой волонтер в стране. А накануне его признали лучшим волонтером республики. Гран-при премии «Добрый Татарстан» Омару вручил Рустам Миниханов. Победитель главной номинации. Гран-при «Волонтер года Республики Татарстан 2022» Хусейн Омар Сафрутдин, город Казань. Поздравляем вас с этой заслуженной главной наградой нашей премии. Омар Хусейн признается, награды и победы в конкурсах – лишь приятный бонус. Его главная награда – улыбки людей, которым он помог. И останавливаться он не собирается. Что хочу сказать, работаем дальше. Алена Струминская, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. В Казани наградили победителей и призеров национального чемпионата по профмастерству «Обилимпикс». Он проводится среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревновались более 1000 участников со всей России, 292 из них татарстанцы. В общекомандном зачете наша республика завоевала 2-е место, уступив лишь Москве. Лучшие результаты наши ребята продемонстрировали в компетенциях флористика и поварское дело. «Обилимпикс» обеспечивает профессиональную ориентацию людей с ОВЗ, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Я люблю учиться чему-то новому. Вот здесь масса возможностей учиться всегда новому. Как бы долго бы ты ни занимался гончарным искусством, всегда есть путь к дальнейшему развитию. На этом форуме для меня главное, это, скорее всего, даже не победа, а то, что вот все эти люди вместе объединяются. Новых находишь друзей, знакомых, с преподавателями, с учениками. Это же интересно. У меня тоже ученики заняли 1-е, 2-е, 3-е места в этот раз. Вместе со мной они здесь. «Обилимпикс» – часть президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится по национальному проекту образования. Первый этап чемпионата прошел в дистанционном формате, второй уже очно состоялся в Москве. Победители и призеры получили медали и денежные сертификаты от 50 до 100 тысяч рублей. Также для поощрения татарстанских лауреатов по решению Рустама Миниханова выделены дополнительные средства. Победители чемпионата получили по 150 тысяч, серебряные призеры 125 и бронзовые призеры 100 тысяч рублей. То есть это тоже, в общем-то, действительно благодаря нашему президенту. Он всегда поддерживает чемпионат «Обилимпикс» и ребят, которые в нем участвуют, начиная с самого его начала, с самого его зарождения. Важно отметить, что это движение, которое охватывает абсолютно разные возраста. Помимо взрослых участников, уже старше 18 лет, есть еще и чемпионат, в котором участвуют дети. Это юниор-лига, там дети начиная с 12 лет. Синоптики республики предупреждают, морозы в Татарстане крепчают. Этой ночью и утром столбики термометров опустятся до минус 25. При прояснениях и в восточных районах до 30 градусов мороза. На дорогах гололедица.
Очередная трагедия на льду. Сегодня днем на реке Каму у поселка Тарловка Елабужского района под лед провалился мужчина. Он находился примерно в километре от берега. Очевидцы вызвали спасателей. Сами подходить не стали, так как опасались, что тонкий лед не выдержит. К приезду бригады МЧС и скорой помощи мужчина признаков жизни не подавал. По предварительным данным медиков, он скончался от переохлаждения. Напомним, это второй трагический случай с начала ледостава. В середине ноября в казанском поселке Борисоглебское на местном пруду погиб рыбак. 6-летний мальчик оказался один на улице в 18-градусный мороз. Следственный комитет начал проверку этой информации, которая появилась в социальных сетях. Пока идет доследственная проверка. Как сообщает ведомство, мальчика на улице оставила многодетная мать в состоянии алкогольного опьянения. Его заметил прохожий, который вызвал правоохранителей. В Татарстане детям-инвалидам с диагнозом сахарный диабет первого типа начали выдавать по рецепту приборы непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Для этого из республиканского бюджета дополнительно выделили порядка 400 миллионов рублей. Прибор не входит в федеральный перечень медицинских изделий, отпускаемых бесплатно по рецепту. До этого родителям приходилось покупать их за свой счет. Датчик стоит около 5000 рублей. Хватает его на 2 недели. Этого решения они ждали несколько лет. Средства выделены до конца этого года. Минздрав заверил, на следующий год финансирование будет больше, почти в 3 раза. Репортаж Ивана Сарафанова. Измеряешь сахар? Конечно. Да? Сегодня какой был показатель? Уровень сахара в крови для Раяны Садыковой – это показатель жизни. В 11 лет девушке поставили неизлечимый диагноз – сахарный диабет первого типа. Каждый день ей приходится принимать лекарства, выбирать дозировку в зависимости от еды или занятия спортом. Эмоциональное выгорание из-за этого появляется, усталость очень сильная. Когда у меня сахар, бывают такие дни, просто низко идет, ни с того ни с сего. Нормально не могу позаниматься. С диагнозом Раяна живет 3,5 года, и это навсегда. Чтобы жить полноценно, она выработала свою философию. Диабет – это как маленький ребенок, непослушный, резвый, очень неприятный. Есть же такие. Низкий сахар, надо, ребенок голодный, его надо покормить. Высокий сахар, ребенок переел, он отравился и так далее. Надо таблетку в виде инсулина дать. Судороги, потеря сознания и даже кома – это последствия, которые могут наступить, если не контролировать уровень сахара в крови. Для этого нужен специальный датчик. Он не входит в федеральный перечень медицинских изделий, которые бесплатно выдают диабетикам по рецепту. Стоит прибор около 5000 рублей. Хватает его на 14 дней. В январе 2021 года родители детей-инвалидов, страдающих диабетом первого типа, массово стали обращаться в различные структуры власти для того, чтобы их детей обеспечивали мониторингами сахара крови Либра. Мы провели заседание в Государственном совете Республики Татарстан. Также мы провели круглый стол в Общественной палате Республики Татарстан. В ходе круглого стола мы обозначили актуальные проблемы и пути их решения при сахарном диабете первого типа. В этом году для обеспечения таких детей прибором по решению президента республики выделено около 400 миллионов рублей. В 2023-м сумму финансирования увеличат в 3 раза. На следующий год для этих целей по детям будет выделено в пределах 1 миллиарда 144 миллионов рублей. А для обеспечения вопросов, связанных и с орфанными заболеваниями, и те, которые входят в льготный перечень, по лекарственному обеспечению будет дополнительно выделено 4,5 миллиарда рублей для обеспечения наших пациентов, нуждающихся в лекарственных препаратах, льготных категорий граждан. В Татарстане помощь диабетикам оказывают и некоммерческие организации. Например, Тимур Николаев, предприниматель, 8 лет болеет сахарным диабетом. 6 лет назад открыл фонд «Борьба с диабетом». Сейчас у него 10 проектов. Это бесплатные онлайн-консультации врачей, специальные приложения для подсчета углеводов и другие. Поддержку фонда может получить не только татарстанец, но и любой россиянин. В этом году мы поставили себе задачу заниматься не только людьми с диабетом, но и профилактикой, то есть именно ранняя диагностика, раннее выявление сахарного диабета, и сейчас тоже реализуем проект «Диабета нет». Он сейчас в разработке, мы пишем под него грант. Сегодня в Татарстане диабетом первого типа страдают 1500 детей. Теперь они смогут бесплатно получать не только необходимые лекарства, но и приборы контроля сахара в крови, от которых зависит их жизнь. Иван Сарафанов, Адель Миндубаев, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.
9 декабря в Москве в колонном зале Дома Союзов подведут итоги года 1100-летия официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Президент Рустам Минниханов сегодня подчеркнул, для нас это знаковое событие. Юбилейные торжества, приуроченные к этой дате, прошли на федеральном уровне. Это больше 150 крупных мероприятий. Главное событие – закладка памятного камня на месте строительства соборной мечети в Казани. В Татарстане знаковую для всего исламского мира дату отметили в конце мая. Событие приняло по-настоящему мировой масштаб. Республику посетили несколько десятков тысяч гостей, в том числе руководители Организации исламского сотрудничества, ученые, политики, представители религиозных конфессий и иностранные дипломаты. Очень знаковые события. Весь год мы проводили много мероприятий. И, конечно же, это огромная работа. Хотел бы поблагодарить всех, кто был и принимал активное участие. Как новинки цифровизации внедрить в таксацию, то есть учет растущих и срубленных деревьев, обсуждали сегодня в Казани. В столице Татарстана прошла всероссийская конференция. Приехали более 100 специалистов лесного хозяйства из 35 регионов страны. Как отметили, символично, что встречи проходят в нашей республике. 2022 в Татарстане объявлен годом цифровизации. Участники конференции предлагали, как в учете лесного хозяйства можно лучше использовать электронные базы данных, квадрокоптеры с видеосъемкой и мультимедийные планшеты. Также советовали, как для улучшения процессов можно синхронизировать работу Минлесхоза, Роскосмоса и Росреестра. Сегодня мы уже используем новые цифровые методы в нашей работе, но не стоим на месте и хотим, используя материалы дистанционного зондирования Земли, осуществлять эту работу с космоса. Таксация – это мероприятие, которое дает уже ход всем мероприятиям в лесохозяйственных регламентах, которые отмечены у лесников. Где рубить, что делать, какие рубки проводить, какие посадки проводить, описание лесных культур. Все здесь, все в едином. Вот это вопрос идет полной масштабной цифровизации. Сегодня в республике вновь прошли традиционные сельхозярмарки. Аграрии и фермеры привезли свою продукцию в Казань и крупные города. Площадку в поселке Осиново посетил министр сельского хозяйства Марат Зебаров. Он пообщался с продавцами и покупателями и оценил ассортимент. Гусей, овощи, творог, яйца, мед, замороженные ягоды представили производители Апастовского района. В республике по итогам 13 прошедших ярмарок реализовали продукции на 1 миллиард 300 миллионов рублей. Это по 100 миллионов каждую неделю. Больше всего продали овощей, разливного молока и мяса. Напомним, ярмарки продлятся до 24 декабря. Рустаму Минниханову сегодня презентовали музей спорта «Путь чемпиона». Место для него выбрали на стадионе Акбарс-Арена в Казани. Музей будет востребован как у детей, так и у многочисленных посетителей и болельщиков, говорят организаторы. Президенту показали также детский клуб профессий. Он пообщался с посетителями детско-юношеского бассейна. После Рустам Минниханов осмотрел каток стадиона. Так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Всего доброго. Здравствуйте! Погодные условия в Татарстане формирует морозный антициклон. Итак, по данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье 4 декабря в Бугульме, Бавлах, Азнакаево переменная облачность. Осадки не ожидаются, температура ночью понизится до 23 градусов мороза, а днем ожидается около 13 градусов ниже 0. Без осадков в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Ночью 25 градусов мороза, днем около 17 градусов ниже 0. В Агрезе, Менделеевске, Актаныше без осадков. В ночное время температура до минус 25, а днем ожидается 16 градусов мороза. Переменная облачность в Арске, Кукмаре, Балтасе. Холодно ночью, около 25 градусов мороза, а днем 18 градусов ниже 0. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске осадки не ожидаются. Днем температура воздуха составит до 18 градусов ниже 0. В Альметьевске, Чистополе, Мадыше облачно, с прояснениями, без осадков, ночью до 25 градусов мороза. В республике сохраняется погода со среднесуточными температурами на 6-9 градусов ниже многолетних значений. В понедельник температура вновь начнет повышаться, местами пройдет снег. Можно любить зиму и нести в себе тепло, можно предпочитать лето, оставаясь осколком льда.
В Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки не прогнозируются. Ночью холодно, около 22 градусов мороза. В низких местах до минус 25 градусов. А ожидается 15 градусов ниже 0 днем. Ветер северо-западный, умеренный, атмосферное давление повышенное, 768 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%, магнитное поле Земли спокойно. По народным приметам, если 4 декабря будет морозно, то лето будет жарким. В студии был Илья Андреев. Я желаю вам солнечного настроения при любой погоде. Встречайте зиму с душевным теплом и делитесь им с любимыми. Смотрите прогноз погоды на нашем телеканале. Всего вам наилучшего.